Всем привет! Якутск. Сегодня 1 марта, первый день весны. Смотрите, как у нас солнце палит конкретно. Это вот тут сквер рядом с музыкальным училищем небольшой. Тут летом, в принципе, скамеечки есть, можно посидеть. Ну, улицы, единственное, что рядом вот эти вот улицы, как бы от них шум. Было бы деревьев побольше, конечно, они бы защищали, а так кустарник небольшой. Так, ну что, немножко погуляем, посмотрим, какая погода в Якутске, как ситуация. 1 марта, сегодня пятница, кстати. Театр юного зрителя, кто знает, это бывшее здание детское, как она называется, детская не школа, а детский дворец. Напротив здесь силуэт, ателье, ну, там сейчас большой магазин. Идем вперед в направлении парка. Хороший день сегодня, но еще пока погода, температура сохраняется довольно низкой. Так, ну что тут, перекресток? Это улица Лермонтова. Сейчас быстренько должны сюда вот перейти. Секунды буквально тает. Сейчас мы в парк пройдем, посмотрим, что там интересного. Комсомольская площадь, памятник комсомольцам. Ну, здесь вход. И там, я не знаю, лыжи на прокат можно взять. Сейчас там можно, нет, не знаю. Все вообще прохладно. Утром сегодня, я говорю, было холодно. 30, где-то 5 градусов. Прохладно. Ну и сейчас тоже еще холодно, чувствуется холод. Смотрите, дорожку даже постелили, чтобы можно было тут нормально ходить. Плитка скользкая, как правило. Вот он, весенний парк. В Якутске еще зима. Честное слово. Пока еще зима, конечно. Немножко походим. Можно в том направлении колесового зрения пойти. Там, кстати, в той стороне есть выход. Можно туда пойти, выйти. Раньше я тут, помню, лыжня шла. По-моему, вот по этой. Вот как раз где я иду, здесь лыжня шла, чтобы кататься. А сейчас пункт прокат лыж вот в той стороне. То есть вы зашли через центральный вход в парк и вот туда. Там пункт проката есть. Лыж, ботинок. Вон там исторический. Что-то как там на бок перекосил, или мне кажется. Ну и вот здесь вот спортивный комплекс Дахтун, футбольное поле. Вот там памятники. Памятник девушка с лозой или с колосьями. Сейчас сюда пройдем, погуляем, посмотрим на зимнюю красоту. Красиво, да? Смотрите, гирлянды висят. Вечером, возможно, включают подсветку. Тут жителям, конечно, ближайших домов хорошо.
Можно вот в парк ходить, гулять. Здесь чистый воздух. Поэтому такое местечко хорошее в Якутске. Побольше бы таких мест, конечно. Но я знаю еще один парк такой вот есть, где мерзлотка. Там тоже такая территория, как бы уже огорожена, и там деревья вот такие вот. Высокие деревья. Тоже там интересно походить, но это довольно далеко. На институт мерзлотоведения, где пока телефон меня не замерз, походить, поснимать. Вот аттракционы здесь, колесо обозрения. Сейчас, естественно, все тут замороженное. Заморожены такие красивые деревья. Все-таки сосны. Красивый. Красивый здесь лес. Ну а раньше, я помню, давно уже на лыжах катался. На лыжах катался и, соответственно, вот тут где-то лыжни были. Мы доходили до парка и катались аж до, знаете, до куда доходили? До сопки, до горы. И там была, как это, гора-то высокая у нас, в принципе, сколько там, метров 100. Но не с самого верха, но с какой-то высоты там можно было кататься. Накатанная была такая зона, куда приходили, катались с лыжами, санками и так далее. Сквер лесника. Чудно, да? Тропиночки. Дело уже по теплу идет, поэтому можно уже сюда будет скоро приходить и тут отдыхать. Я говорю, кто где-то поблизости живет. А вот это памятники двум лесничим. Два лесничих. Вот им памятники. Представляете? Основатель лесного хозяйства Якутии Аникин Константин Георгиевич. А это Степанов Николай Савич, Герой Советского Союза, лесник Вилюйского совхоза. Доски. И вот тут такая с бруса сделанная, с надписями: лиственница, краса и гордость Якутии, лесной покров. Вот, с такими надписями. Тут можно посидеть. Красиво. Да, ну, в общем-то, радостно. Знаете, почему? Потому что, ну, можно сказать, что основную часть холодов мы уже пережили, перезимовали, такие критические морозы уже, которые за минус там 40 градусов уже, конечно, столько уже не будет, температура ниже не опустится. Вот там, кстати, люди ходят, поэтому это хорошо. Давайте по этим тропкам пройдемся. О, снег, смотрите, падает от ветра, с веток. Прикольно. Тут, кстати, много шишек падает с этих сосен. Можно их походить, пособирать. Ну, когда, конечно, все это уже тут растает. Это какая-то будочка. Интересно. Я тут, честно говоря, первый раз хожу.
довольно-таки большой. Последний раз, не знаю, год назад, наверное, был. Год или 2 года назад. А здесь территория, вот это вот, прямо граничит с парком территория республиканской больницы. Республиканской больницы. Кафешка, смотри, кафешка здесь. Да, тут новые какие-то. А, не, вру. Это же у нас. Вот там республиканская больница. Кстати, штаб написано. Кафе. Вру, наврал вам. Это у нас не крытый рынок, а крестьянский рынок. Но здесь, чтобы пройти, по-моему, тут прохода нету. Или есть тут проход? Смотрите-ка. Заблудился. Республиканская больница, это вот если по этой дороге идти, то можно выйти. Вот тут какая-то есть тропинка, тут можно что ли пройти. А тут надо перелазить. Не пойду я. Придется вот сюда идти, там куда-то лезть. Можно порвать что-нибудь. Так что, ну вот там есть выход, с той стороны выход. Хотя, конечно, могли бы и здесь выход, проход сделать, но почему-то его тут нету. Значит, чтобы контролировать как-то территорию, ограничили выходы. Кстати, смотрите, велосипедисты ездят. Какой-то спортивный у него, шины узкие. Сейчас обычно на таких широких шинах ездят любители велосипедов. Этого, типа гоночного, какие-то узкие шины. Вот указатели, куда что надо двигаться. Тракцион, центральный выход, вон в ту сторону. Туалеты указаны тоже. Сделаны в парке более-менее так. Ну, конечно, еще хотелось бы, чтобы его побольше как-то облагораживали. Каждый год что-то тут новенькое такое делаю. Кроме карусели, аттракционов. Еще какие-то зоны такие делали интересные. Вот здесь вот КПП, и вот здесь ворота. Калитка открыта. Так что вот сюда вот мы выходим. Да, сразу у нас уже РБ, вторая республиканская больница. Вот она там. Территория тут сразу гаражи теплые. И вот там уже республиканская больница. Это здание роддома, что ли, вот это стоит. Смотрите, на стене вот это панно какое большое нарисовано. И вот там тоже на стене край видно. Улица Курашова. Так, а вот здесь вот озеро, и там я вижу на коньках уже катаются. Ну что, пойдем туда? Ну что, короче, у меня там батарейка села, хотел я снять вот там на льду у них рядом с парком озеро, и лед зачищен, там кто-то даже играет в хоккей. Прикольно, но у меня, к сожалению, телефон замерз, пока я ходил по парку. Ну, соответственно, выключился. Я уже ничего не смог сделать. Пока вот я ехал, тут телефон у меня оттаял, заработал. Теперь можно еще немножко поснимать, но я уже тут не буду. Своя копейка магазин. Вот. Тут можно еды подкупить. У нас выходные. Там дальше, если туда идти, там будет уже молококомбинат. И там у них фирменный магазин молочного дождика. Там можно дешевле молочку купить. Молоко, творог, кефир и так далее. То, что там производят.
Ну, а сейчас вот сюда вот. Тут ассортимент более-менее нормальный. Вот здесь прикольная. Купил, короче, яйца по 125. Две. С0, короче. Нормально. Очередь. Люди покупают. Ну что, солнышко уже на закате. Вечереет в Якутске. 6 час. Пробка, представляете? Сколько машин все едут сейчас. Кажется. И туда вот все стоят. Что же летом-то будет, а? Слушайте, если сейчас столько машин, транспорта, то летом будет еще в 2 раза больше. Просто кошмар какой-то. Смотрите, солнце заходит в закат. Да уж. И машины-то стоят, а? Туда куда-то уходят. Пробочка хорошая. Сегодня первый день весны. Представляете, от каждой машины вот шлейф такой выхлопных газов. Ай, ладно. Все, наверное. Всем пока. Приятно было поснимать для вас. С весной наступившей календарной. Хотя в Якутске пока еще ей не пахнет, в общем-то. Как бы зима, еще 35 там вечером, утром вернее. Поэтому всем пока, ставьте лайк. До новых встреч, до новых видосов.